Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустам Эмомали, встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Республике Таджикистан Мишелем Тараном. Встреча была организована по просьбе руководителя дипломатического корпуса Франции в стране. В начале беседы председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустам Эмомали, поздравил вновь назначенного посла Франции с началом деятельности представительства в Таджикистане, пожелал ему успехов в деле укрепления двухсторонних отношений стран. Уважаемый Рустам Эмомали с учетом многолетней истории добрых отношений двух стран подчеркнул, Таджикистан всегда уделяет особое внимание вопросам развития многостороннего сотрудничества с Францией и считает расширение отношений с этой страной одним из приоритетов своей внешней политики. При этом стороны выразили общую позицию и взгляды по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения и реализации глобальных инициатив, а также по вопросам изменения климата. При этом с удовлетворением было отмечено, что в последние годы после проведения первого бизнес-форума предпринимателей двух стран, он состоялся в 2015 году, а также создание Совета предпринимателей Таджикистана и Франции, были предприняты значительные шаги по укреплению торгово-экономического сотрудничества. В ходе беседы наряду с другими сферами также было отмечено развитие межпарламентских отношений, отвечающих современным требованиям, как один из эффективных механизмов развития двухстороннего сотрудничества, а также необходимость активизации контактов между группами дружбы и сотрудничества между Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Сенатом Французской Республики. Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания. Также сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустам Эмомали, принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Таджикистан Игоря Лякина-Фролова по его просьбе. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустам Эмомали, высоко оценил усилия и заинтересованность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в стране по расширению межпарламентского сотрудничества между Таджикистаном и Россией и при этом выразил готовность таджикской стороны в определении основных приоритетов развития двухсторонних отношений и сотрудничества с Россией, которая является важным стратегическим партнером республики. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двухсторонних отношений, в том числе в сфере межпарламентских отношений, а также рассмотрели роль парламентской дипломатии как ключевого элемента межгосударственного сотрудничества на современном этапе. И в этой связи была подчеркнута важность сотрудничества в рамках уникальных и эффективных многосторонних соглашений, в первую очередь Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств и Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности и их вклад в развитие правовой среды. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустам Эмомали, отметил укрепление сотрудничества в рамках Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности является, несомненно, одним из важных направлений председательства таджикской стороны в этой организации. Напомним, что в соответствии с решением Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ от 30 ноября 2020 года выездное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ состоится 31 марта 2021 года в Душанбе. В ходе встречи стороны обсудили и другие двухсторонние вопросы. Пятая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва состоялась сегодня в столице под руководством председателя города Душанбе, председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали. Пятая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва состоялась в столице под руководством председателя города Душанбе, председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали. В повестку дня пятой сессии были включены следующие вопросы: о состоянии выполнения плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе и государственной программы в области ускоренной индустриализации Республики Таджикистан
на 2020-2025 годы о состоянии использования коммунальной собственности и выполнении концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства Республики Таджикистан на 2010-2025 годы, о принятии и признании коммунального имущества города Душанбе в связи с изменением административной границы города Душанбе, о досрочном прекращении полномочий депутата Маджлиса народных депутатов города Душанбе из избирательного округа номер 62, о назначении выборов в избирательном округе номер 62, о создании городской комиссии по выборам Маджлиса народных депутатов города Душанбе и об утверждении постановлений председателя города Душанбе. После всестороннего рассмотрения и обсуждения первого вопроса заседания было принято решение, согласно которому ответственным лицам в сотрудничестве со специалистами в кратчайшие сроки необходимо разработать постановление председателя города Душанбе и план мероприятий, связанных с программой ускорения индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы, а также принять необходимые меры для достижения четвертой национальной цели – ускоренной индустриализации страны, создания новых производственных предприятий и, таким образом, увеличения новых рабочих мест. Председатель города Душанбе Рустами Эмомали также дал конкретные указания руководителям соответствующих структур по развитию народных ремесел и привлечению домохозяек к постоянной работе, усилению развития экспорта и процесса диверсификации экспортно-ориентированного производства, созданию условий для малого и среднего бизнеса и, таким образом, к созданию новых рабочих мест, приведению продукции промышленных предприятий города в соответствии с международными стандартами качества. Также ответственным лицам было поручено принять меры по привлечению отечественных инвестиций и предпринимателей для создания малых и средних предприятий по производству швейной продукции, стирального порошка, мыла, школьной формы. Также поручено активизировать работы по контролю над импортом и производством прохладительных напитков, тары, предприятий по переработке лекарственных трав, по выпуску колбасы, мясных консервов с целью повышения производственной мощности промышленных предприятий города Душанбе и по увеличению объема производства высококачественной и конкурентоспособной продукции с промышленными предприятиями, которые сократили объем производства продукции. На сессии было рассмотрено состояние использования коммунальной собственности и реализации концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Республике Таджикистан на 2010-2025 годы, по которой был заслушан отчет первого заместителя председателя города Душанбе Амирхона Курбонзода. На сессии председатель земельного комитета города Душанбе Махмад Сафо Раджабали Зода отчитался о принятии и признании коммунального имущества города Душанбе в связи с изменением административной границы города Душанбе. Руководителям соответствующих отраслей и структур поручено принять необходимые меры для регистрации и эффективного использования коммунальной собственности в сферах образования, здравоохранения, социальных объектов, питьевого водоснабжения, электроснабжения, связи, транспорта при составлении бюджета города Душанбе на последующие годы, учесть соответствующие изменения статистических данных и государственной отчетности. Маджлис народных депутатов города Душанбе приостановил полномочия депутата от избирательного округа номер 62 Зувайзода Махмад Саида в связи с назначением на должность председателя Комитета архитектуры и строительства при правительстве Республики Таджикистан. В связи с этим вместо выбывшего депутата в избирательном округе номер 62 на 16 мая 2021 года назначены выборы, создана городская комиссия по выборам. В связи с празднованием 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и проведением политических мероприятий в столице председатель города Душанбе поручил первому заместителю, заместителям председателя и председателям районов регулярно проводить субботники во всех городах и махалях на государственных и общественных предприятиях, принять необходимые меры для обеспечения чистоты, благоустройства, повышения уровня и качества обслуживания, а также своевременного ввода в эксплуатацию объектов. Уважаемый Рустами Эмомали выразил уверенность, что славные жители города Душанбе отметят великий национальный праздник 30-летия государственной независимости с огромными созидательными работами, с энергией и твердой волей для прогресса и благоустройства столицы нашего независимого государства. Пятая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе рассмотрела и утвердила ряд постановлений, принятых председателем города Душанбе по кадровым и другим важным вопросам градоуправления. По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения. В связи с наступлением международного Навруза председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, поздравил всех жителей столицы и отметил международный праздник Навруз для нас, таджиков, считается священным праздником, который сыграл огромную роль в духовной жизни, самосознании и возрождении древнего таджикского народа.
Председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, выразил уверенность, что международный праздник Навруз жители столицы встретят с особой радостью, активизируют работы по благоустройству и озеленению своих махалей и улиц. На этом 5-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва завершила свою работу. В Национальном музее Таджикистана стартовал фестиваль дружбы молодежи под названием «Молодежь. Последователи лидера нации и наследники традиций Навруза». Фестиваль продлится до 19 марта. В рамках фестиваля запланированы экскурсии и посещение молодежью культурных, спортивных и исторических объектов, а также участие в мероприятиях по озеленению и облагораживанию города. В Национальном музее Таджикистана 16 марта стартовал фестиваль дружбы молодежи под названием «Молодежь. Последователи лидера нации и наследники традиций Навруза». На мероприятии приняли участие руководство исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Комитета по делам молодежи и спорта, Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан и другие. Участники фестиваля посетили выставку творческих и художественных достижений подростков и молодежи, осмотрели исторические экспонаты музея. Заместитель председателя города Душанбе Мавсума Муини приветствовала участников от имени председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, и отметила, что Навруз по сути является частью духовного наследия народа. Он связывает поколения и укрепляет узы дружбы. На форуме участники рассказывали о традициях празднования Навруза. В ходе мероприятия молодежь, поддерживая политику правительства страны, выразила готовность вносить свой вклад в работы по благоустройству и озеленению, улучшению социально-экономической жизни страны и достойной встрече национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Данный фестиваль проводится при поддержке председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в рамках плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе по встрече международного праздника Навруз, утвержденного постановлением председателя города Душанбе от 24 февраля 2021 года. С 16 по 19 марта с участием 130 молодых людей из различных регионов страны и иностранной молодежи, обучающейся в столице. Фестиваль проводится с целью повышения чувства самопознания и укрепления сплоченности, дружбы и единства среди молодежи, а также обмена информацией, опытом и ознакомления с культурно-развлекательными местностями столицы. Напомним, что фестиваль дружбы молодежи под названием «Молодежь. Последователи лидера нации и наследники традиций Навруза» завершит свою работу 19 марта. Зумрат Файзиева, Рано Азизи. Новости. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.